Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие друзья, 27 января – одна из важнейших дат нашей общей всенародной истории. В этот день, в 1944 году, войска Красной Армии полностью сломили блокаду Ленинграда, а год спустя, в 1945 освободили Аушвиц. Два этих события объединяет не только одна историческая эпоха. Трагедия, мученичество ленинградцев, как и узников лагерей смерти, навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных мирных граждан. Вот уже 8 десятков лет не стихает наша боль за эти страшные жертвы, за искалеченные судьбы, за всех, кто прошел через неимоверные испытания. Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности, как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников, тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа. Эти преступления были совершены не на полях сражений. Массовые убийства безоружных и беззащитных стариков, женщин, детей, инвалидов были продуманными системными карательными акциями. Из общего числа потерь, которые понес Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. И это убедительное доказательство того, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией. Нет, их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка. Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения. Белорусская Хатынь и Брянская Хацунь, Красная, Бабий Яр, Змеевская Балка и Жестяная Горка – это лишь малая часть тех мест, где вершились расправы. Смерть была поставлена на поток в концлагерях, гетто, тюрьмах в Германии, на оккупированных землях Австрии, Голландии, Чехословакии, Польши, Советского Союза. Лагерь смерти был и здесь, в Гатчине, а неподалеку лагерь, где содержали детей, совсем маленьких, малышей, у которых нацисты в прямом смысле выкачивали кровь для своих солдат. И, конечно, беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда. Решение нацистов истребить целый город, более миллиона ленинградцев, подчеркну, именно мирных жителей, стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек. Эти данные получены в ходе исследований авторитетных историков и ученых, документов, доказаны в суде. Такая работа будет вестись и по всем другим преступлениям, совершенным нацистами в годы войны против мирного населения нашей страны. Именно им, всем мирным гражданам Советского Союза, чьи жизни унес молох нацистского геноцида, посвящен мемориал, который мы открываем сегодня. Он призван стать одним из символов нашей памяти, нашего нравственного, священного долга расследовать все преступления, установить виновных. Это важно для нас сегодня, это важно для будущего. Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей. Реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. В государствах Прибалтики десятки тысяч людей объявляют недочеловеками.
и лишают самых элементарных прав, подвергают травле. Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, используют террор против всех неугодных. Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика. Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. И ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете к подлинной свободе, к справедливости, миру и безопасности. Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие ветераны, дети, внуки и правнуки героев блокадного Ленинграда, друзья питерцы, спасибо, что пригласили. Для меня очень важно быть здесь в такие сакральные для наших народов дни. Сегодня, в день полного снятия блокады Ленинграда, мы погружаемся в мысли и чувства людей, переживших на земле ад. Даже спустя 80 лет память об этих событиях заставляет сжиматься сердца, вновь испытывать горечь потерь и радость освобождения, и невероятный накал борьбы за жизнь, за нашу победу. Цена Великой Победы – наша общая боль, общая для всех народов, приговоренных гитлеровской Германией к смерти. Белорусы чувствуют ее, как никто другой. Эта боль отлита в бронзе и выбита в камне на тысячах братских могил неизвестных солдат, в местах массовых казней, мирных жителей и самоотверженных подвигов красноармейцев, партизан, подпольщиков от Москвы до Бреста и Берлина. Каждый такой памятник – свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник – неопровержимое доказательство геноцида советского народа. Это приговор на века. Как бы кому-то это не хотелось сегодня. Память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов сегодня многим мешает жить. Прежде всего идейным приспешникам убийц и предателей. Это они сегодня чувствуют и чествуют палачей в своих парламентах. Это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и Украине. Полные безумцы. Как можно думать, что, разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живет в сердце народа? Народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть на нашей земле. Память о героизме победителей, их духовном подвиге будет храниться вечно, в том числе и здесь, в этом пронзительном образе матерей и детей Ленинграда, Хатыни, Бабьего Яра и десятков тысяч советских городов и сел, разрушенных и обезлюдевших. Для нас, белорусов, важно, что этот скорбный монумент будет хранить частичку и нашей израненной души, память о трагедии нашего народа. Вы знаете, дорогие друзья, давайте будем честны. У нас на необъятной России и в Беларуси тысячи памятников. И подавляющее большинство этих памятников заслуженным тем героям, красноармейцам, партизанам, людям, которые с оружием
защищали тогда свою землю. И как-то мы, может быть, не совсем умышленно не забывали, а не отдавали ту дань уважения нашим тыловикам, тем, кто совершал подвиг в тылу. Мы много об этом говорили. Но памятники большинство тем, кто с оружием защищал Родину и мог защитить себя. И величие этого решения в том, что мы отдаем дань уважения тем людям, которые, и детишкам, о которых сказал только что президент России, не могли себя защитить. Из них выдавливали последнюю каплю крови, чтобы отдать фашистам, солдатам фашистским. Наверное, есть смысл в том, что мы восполняем то, что, может быть, упустили в советские времена. Вам, Владимир Владимирович, всему российскому народу, всем тем, кто принял участие в создании этого монумента, огромное спасибо. Спасибо руководству Ленинградской области, Российскому военно-историческому обществу, авторскому коллективу. Спасибо от всего многострадального белорусского народа. Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее. Пусть этот мемориал бережет нашу общую историческую память, братство народов и силу нерушимого единства наций, сплотивших в борьбе с мировым злом и победивших его. Это очень важно для нас сегодня. Мира, добра и счастья всем вам. Спасибо.